Небывалый ажиотаж среди абитуриентов отмечают СУЗы региона. Рекорд – 13 человек на место в Сыктывкарском медицинском колледже. Самая востребованная специальность – медсестра, причем как на очной, так и на вечерней форме обучения. Виктория Палкина о промежуточных итогах приемной кампании. Каждый день тестирование проходит 100 абитуриентов Сыктывкарского медицинского колледжа. Это обязательное испытание для тех, кто выбрал специальность акушерское, лечебное или сестринское дело. Тестовая часть очень серьезная, там 5 блоков, и скорость прохождения у каждого своя. Есть люди, которые делали за 20 минут тест, есть, которые делали за 40 минут, есть, которые сидели час и более. Потому что там надо было вспоминать и школьную программу, там предметные были вопросы, психологические были вопросы, которые тоже требовали какого-то внимания и раздумывания, что выбрать. И все же секрет успеха – средний балл аттестата. Точные цифры этого года в приемной комиссии Сыктывкарского медколледжа назвать пока не могут. Ситуация меняется каждый день. Уже зарегистрировано 1800 заявлений. Вся информация есть на сайте учреждения. Больше приходят лично, потому что они хотят какие-то более вопросы задать, что им непонятно. А 30% нам подавали онлайн. 170 бюджетных мест, 5 специальностей, 2 формы обучения. Эту приемную кампанию в Сыктывкарском медколледже уже назвали рекордной. Хотя такой ажиотаж был вполне предсказуем. После пандемии престиж медицинских специальностей вырос. Да и сам подход к обучению привлекает абитуриентов. Практически со всеми лечебными учреждениями республики у нас заключены договоры на практическое обучение, поэтому у наших студентов есть возможность пройти практику в любом лечебном профилактическом учреждении, включая и центральные районные больницы в сельской местности. Ребята иногда выбирают практику у себя дома. Сегодня в Коми 28 учреждений работают по программам среднего профессионального образования. Открыто 5082 бюджетных места. Это на 300 больше, чем в предыдущем году. Самые востребованные направления среди абитуриентов – медицина, педагогика, информационные системы, строительство, переработка нефти и газа. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.